Прежде всего, я должна сказать, что клитики рассматриваю в синтаксическом смысле, а не в просодическом. И понимаю под клитиками то, что в любом предложении стремится кластеризоваться, то есть держаться вместе, и располагается в этом кластере в строгом порядке. В славянском языке это краткие формы личных местоимений и формы глагола бити. Как видите, формы глагола бити, они занимают в кластере первый и последний ранги. Это настоящее время, будущее время и показатель слагательного наклонения be, общий для всех форм. То есть они стоят или справа, или слева от местоименных клитик, но никогда не влезают между ними. В невопросительном предложении кластер или одиночная кластеризуемая клитика обычно стоят в вакернагелевской позиции. Обычно под этим понимается позиция после первого ударного слова, но это у нас принцип просодический, а славянский он более такой, синтаксический. Там вакернагелевская позиция – это позиция после первой полноударной составляющей, не разрывая ее. Вот так вот, посмотрите. Мой любимый старый пес е умирал. Мой любимый старый пес умер. Ночой по ночи и ньютр из ютрой, бо снег. Сегодня вечером, ночью и завтра утром будет снег. Видите, да? Е и бо, глагольные клитики, они не вторгаются в эту первую составляющую, они ее не разрывают. Они спокойно ждут, пока она закончится. Также кластеризуемые клитики в невопросительном предложении могут стоять в его абсолютном начале. В литературном языке это не кодифицировано, однако в его разговорной форме встречается сплошь и рядом. А вот по диалектам, это обработанный мною материал, клитики стоят в абсолютном начале предложения почти в четверти всех моих примеров. Мой корпус текстов – это около 60 тысяч невопросительных предложений с клитиками. Видите, почти четверть всех примеров. Но в диалектах есть и другие позиции для клитик, не вакернагелевские. Например, глагольные клитики могут стоять при «л»-причастии или при именной части составного именного сказуемого. И это сразу же нам, конечно, напоминает болгаро-македонский ареал, где клитики именно так и стоят, они кластеризуются при глаголе. Я буду называть такую позицию приглагольной, и тут, конечно, возникает тавтология. Клитики глагольная, позиция приглагольная, но более удобный термин мне не удалось придумать. «Л»-причастие в славянском языке входит во все аналитические глагольные формы действительного залога. В прошедшее время «сам пришла», плюсквамперфект «сам была пришла», будущее время «бом пришла», вы видите, что это на основе формы будущего второго. И сослагательное наклонение тоже сюда входит «л»-причастие. Естественно, «би» пришла, и это куча амонимичных форм, как вы понимаете, потому что «би» это у нас показатель каждой бочки затычка. Он не привязан к какой-то конкретной форме. Глагольные клитики при «л»-причастии функционируют как вспомогательный глагол, а при именной части составного именного сказуемого как связка. Почему я это вообще проговариваю? Потому что в русистике это часто путается. А кто меня научил различать такие штуки, так это отепляние. Начнем с «л»-причастия. Вот так вот выглядит контактная препозиция глагольных клитик к «л»-причастию. Рыженькая – это то место, где клитика стоит, а пустые кружочки – это те места, где она технически могла бы стоять. Но выбрала она именно это место. Давайте посмотрим карту. Я картографировала все явления, которые сейчас вам опишу, на диалектном материале объемом 2500 страниц из 288 населенных пунктов на территории Словении и соседних стран. И сразу скажу, что примеров из современных диалектов у меня не будет, только схемы и карты. Контактная препозиция к «л»-причастию встречается повсеместно. Есть две зоны высокой частотности. Первая небольшая зона – это зильский диалект карентийской группы на территории Италии. Вторая зона побольше. Это севнюско-кыргский говор посавского диалекта штирийской группы и соседний восточно-доленский субдиалект доленской группы. Также между клитикой и «л»-причастием может стоять группа наречия. Обстоятельства, относящиеся к сказуемому. Что это за такая сильная группа наречия, что она отрывает клитику от «л»-причастия? Как правило, у такого наречия и у «л»-причастия одно лексическое значение на двоих. Вот смотрите, дати стран – откладывать деньги, дати скозы – пострадать. Ити доль, буквально идти вниз, куча значений. Ити гор, тоже куча значений. Уберешь это наречие, все, весь смысл потеряется. И получается, глагольная клитика их не разбивает. Если наречие стоит перед «л»-причастием, если у нас в тексте «л»-причастие, клитика между ними не вторгается. Такая дистантная препозиция к «л»-причастию встречается гораздо реже и формирует точечные ареалы с единичными примерами и дисперсные микроареалы. Вот я их отметила синеньким. Видите, они просто разбросаны рандомно по карте. Теперь давайте посмотрим на контактную постпозицию глагольных клитик к «л»-причастию. Она встречается значительно реже контактной препозиции, так как глагольная клитика, будучи все-таки носителем предикативности, стремится к началу предложения. Сами словенцы мне это объясняли, что нам нужно сразу знать, кто, сколько, когда. Поэтому они так объяснили мне вакернагелевскую позицию своих клитик. Это мило. Контактная постпозиция глагольных клитик к «л»-причастию формирует обширный дисперсный ареал с четкими границами. Вот я его серым залила.
Он охватывает большую часть северо-востока Словении, восток центральнославянских диалектов, а на западе мы видим точечный ареал в нотранском диалекте приморской группы. Уж слишком он далеко от основного ареала. А это же Запад, это почти граница с Италией. Может быть, этот точечный ареал возник независимо от основного, под влиянием контактных романских языков, итальянского и фриульского. Если что-то выскакивает на Западе, обычно так и бывает. Если наложить все три позиции препричастия на одну карту, что мы увидим? Контактная препозиция охватывает всю славянскую языковую территорию. Я ее отмечаю только вот этими черненькими ромбиками, не заливаю ничем, вы ее и так видите. По ней раскиданы без всякой системы ареалы единичных всплесков дистантной препозиции, синенькие, а контактная постпозиция, большущий серый ареал, с этим абсолютно никак не связана. Но знаете, меня что-то очень беспокоит эти два маленьких точечных ареала на западе. Не случайно они стоят так рядом. Теперь давайте посмотрим, как ведут себя глагольные клитики при именной части составного именного сказуемого в роли глагола связки. Вот контактная препозиция к именной части составного именного сказуемого. Она формирует два красивых мерцающих ареала. Восточный – загадочный. Непонятно, где у него ядро, почему у него такие границы, все непонятно. Западный – латеральный, приморский. А если он приморский, если он наполовину на территории Италии, значит, можно опять-таки подозревать его независимое от восточного ареала возникновение под влиянием романских языков. Мы видим, что именная часть составного именного сказуемого в принципе гораздо слабее притягивает к себе глагольные клитики, нежели L-причастие. Вы видите, как все мерцает, какое оно все некучное, неплотное. Там был ареал по всей языковой территории, роскошный, с четкими зонами относительно высокой частотности, а тут сплошное мерцание. А что насчет контактной постпозиции к именной части составного именного сказуемого? Вы знаете, там почти говорить не о чем. Там два точечных ареальчика с единичными примерами. И смотрите, снова Запад, снова контактная зона. Теперь давайте посмотрим, как эти позиции при именной части составного именного сказуемого выглядят на карте вместе. Вообще никакой корреляции, ареалы даже не пересекаются. А теперь давайте наложим все приглагольные позиции на одну карту. Что мы увидим? Ну, кроме того, что карта перегружена и нечитабельна, и смотреть на нее просто страшно. Это я еще убрала контактную препозицию к L-причастию, все равно покрывает всю славянскую языковую территорию. Просто будем помнить, что она у нас повсюду. Смотрите, раскиданные ареалы дистантной препозиции к L-причастию синие. Контактная постпозиция к L-причастию серая, формирует большой независимый ареал. А что насчет позиции при именной части основного именного сказуемого? Вот рыженьким у нас обозначена контактная препозиция, дистантной просто нету. Два отдельных мерцающих ареала с низкой частотностью. Контактная постпозиция вообще отдельно, фиолетовая, сама по себе, где-то там на юго-западе. Если вы видите корреляцию между положением глагольных клитик при L-причастии и при именной части основного именного сказуемого, скажите мне, пожалуйста, потому что я ее не вижу. Судя по карте, это абсолютно независимое явление. Я только вижу, что на юго-западе скучковались точечные и микроареалы аж 4 приглагольных позиций, и это едва ли случайно. Еще бывает, что глагольная клитика дублируется в вакернагелевской и приглагольных позициях. Иногда сама по себе, иногда в компании с местоименной клитикой, но редко. Видите, да, это два разных примера. Снизу и сверху два разных примера. Здесь она дублируется из препозиции, здесь она дублируется из постпозиции. Вот здесь я, пожалуй, вас побалую диалектным примером. Рыженьким я обозначила глагольную клитику, синенькой рамочкой L-причастие. Вы знаете, дублирование клитики – это всегда признак перехода от старого состояния системы к новому. Как, например, у нас в древнерусском языке дублировалась клитика «ся», когда переходил из вакернагелевской позиции в приглагольную. Или вот у нас сейчас последняя живая глагольная вакернагелевская клитика «бы» сейчас дублируется, «я бы туда не пошел бы». Это ровно тот же самый процесс. И вот как это дублирование глагольных клитик выглядит на карте. Ромбики – это глагольное дублирование, и тут еще есть такие черно-белые ромбики. Это когда дублируется целый кластер из глагольной местоименной клитики. Это отдельно. Если наложить это дублирование на нашу основную карту, мы увидим, что оно гуще в ареалах дистантной препозиции к L-причастию, в синеньких ареалах. И вот западный ареал контактной препозиции к именной части составного именного сказуемого, рыженький, он почти весь покрыт примерами дублирования. Как интересно. Давайте посмотрим в историю языка. Вот у нас фрезенкенские отрывки, самый ранний памятник того, что позже станет славянским языком, рубеж тысячелетий. При L-причастии есть и препозиция, и постпозиция в одном предложении. Видите? Красота. При именной части составного именного сказуемого есть препозиция. А дальше у нас большая лакуна в письменных памятниках до XVI века. Да, была какая-то мелочевка, но абсолютно неанализируемая. Очень крохотные памятнички такие, буквально по несколько строк. Вторая половина XVI века дарит нам огромный корпус протестантских текстов. Вот посмотрим нашего самого главного протестанта, Примажа Трубера. Контактная препозиция и постпозиция к L-причастию есть.
Контактная препозиция к именной части составного именного сказуемого есть. И есть даже примеры дублирования. Вот, какая красота. Дублируется в препозиции к Л-причастию и в вакернагелевской позиции глагольная клитика. Дальше у нас из синтаксически достоверных идут только северо-восточные тексты XVIII века. И там позиций еще больше. Вот вам карентийский печатный памятник XVIII века Духовна Брамба. Пример на дистантную препозицию к Л-причастию. Вот такой деликатес. Смотрите, между глагольной клитикой «е» и «л-причастием» стоит у нас наречие «довый» вниз. Как видите, это тот самый пример, когда у «л-причастия» и наречия одно лексическое значение на двоих. Их просто невозможно разорвать. Глагольные клитики у нас теперь стоят и при страдательном причастии, и спереди, и сзади. Вот у нас, смотрите, контактная препозиция к страдательному причастию. Красота! Таким образом, смотрите, в сборниках XVIII века набор невакернагелевских позиций для глагольных клитик расширяется до современного состояния, а частотность глагольных клитик при Л-причастии даже выше, чем на территории создания этих памятников в наше время. Да, я там все уже подсчитала, конечно. Получается, под влиянием общеславянской последовательной кластеризации глагольных клитик в вакернагелевской позиции, что, предглагольная позиция затухает? Ну, посмотрим лет через 150-200. Тут вы, конечно же, спросите меня, как же местоименные клитики? Они что, не стоят при глаголе, не дублируются? Стоят и дублируются, еще как. Но об этом, надеюсь, вы уже прочитаете в моей диссертации, которую я в этом учебном году хочу уже дописать и обсудить. Спасибо. Спасибо, Мария Михайловна. У нас очень увлекательный славянский материал, диалектный и исторический. Я так поняла, что славянский литературный язык как раз позицию закрепляет какую? Вакернагелевскую, только вакернагелевскую.